Это произошло 6 лет назад в Ахалцихе на границе Грузии и Турции. Из-за мелкой ссоры и потасовки грузинский князь Джоки Гилавани нанес рану кинжалом чеченцу, приехавшему на ярмарку. Чеченец нанес ответный удар кинжалом, и он оказался смертельным для молодого князя. Власти задержали чеченца вместе с женой и мальчишкой 3-4 лет и забрали их телегу с товаром и 2 лошадьми. И все это вместе отдали князю Илико Гилавани, отцу убитого Джоки. Он у гроба сына зарубил саблей связанного чеченца, его кровью обогрев гроб убитого Джоки. Жену и сына чеченца он оставил у себя в заложниках. Зимой при попытке к бегству женщина замерзла, не доходя до перевала в сторону Балкарии, а ребенок выжил. Все попытки выкупить его у князя не увенчались успехом. Помочь пытались мои друзья, князья Мушнира Тиани, Александр Мачутадзе и Татархан Дадашкилиани. Выкрасть мальчика пытались и грузинские, и абреки, но ничего из этого не вышло. Моим грузинским друзьям стало известно, что мальчик находится в Тушетии, в селении Шинака, в церкви Самеба. Через 2 недели мы должны встретиться в Шинака. Через Грузию и Сванетии мне передвигаться небезопасно. Если Гилавани узнает о моем появлении в Грузии, власти начнут меня искать. Мне нужно из Хевсуретии попасть в Тушетию и с освобожденным мальчиком вернуться обратно в Чечню через Хевсуретию. Тишина окутала комнату. Видно было, что эта трагическая история не оставила никого равнодушным. Кута обвел взглядом своих новых друзей, как бы спрашивая их мнение. «Кем тебе приходится этот мальчик?» Муцо сочувственно, еще не отошедший от произведенного впечатления от рассказа, посмотрел на Куту. «Никем», — пожал плечами чеченский абрек. Он, наверное, из своего рода, племени, посмотрел на Куту Давид Циклаури, рука которого лежала на рукояти длинного меча. «Я не знаю, кто он, какого он рода, тейпа. Кроме того, что он говорят, что он чеченец, я не знаю о нем ничего». Абрек обвел взглядом горцев. «Он чеченский мальчик, этого достаточно. Чей он, мы выясним позже, когда его доставим домой, а пока его надо вернуть на родину». Хевсуры многозначительно посмотрели друг на друга. «Скажи, Кута, все эти годы ты ищешь дорогу вернуть его домой?» С восхищением разглядывал Муцо чеченца. «Да, я никогда, с момента, как узнал, что этот мальчик в руках у убийцы его отца, не оставлял попытки найти его и вернуть домой». Давид Циклаури подошел к сидящему на стуле Кути и обнял его за плечи. «Да, ты настоящий мужчина, Кута. Теперь я знаю, что слава твоя по Кавказу идет по праву». Он посмотрел на Муцо, ища у него поддержки. «Для меня будет честью быть с тобой рядом в любой схватке и в любом бою». Давид произнес эти слова как клятву, заверяя чеченского абрека в готовности ему помочь. После небольшой паузы Муцо заговорил. «Вас, чеченцев и сванов, объединяет одно. Вы не прощаете крови ваших близких. И если сваны это делают только внутри своего сообщества, то вы, чеченцы, готовы пойти на край земли, чтобы отомстить за своего человека». Старый Хевсур посмотрел на Куту. «Мы защитим вас, укажем дорогу, проведем туда, куда пожелаете, потому что вы за правое дело. Но только не просите нас проливать грузинскую кровь». Кута, как всегда, был собран и сосредоточен. «Нет, пожалуй, в мире ни одного народа, чтобы больше, чем мы, чеченцы, понимал бы и осознавал, что значит пролить невинную кровь. За злодеяние надо платить, и если даже на земле удастся избежать наказания, судный день никто не отменял. Муцо, мы будем благодарны и признательны вам, если вы поможете нам попасть в Тушетию и оттуда возвратиться. Я даже в бою попытаюсь сохранить жизнь невиновным. И если без осложнений нам удастся выкрасть мальчика, я прощу Гилавани убийство чеченской женщины. Однако, если дело осложнится и надо будет вступить в бой, я исполню долг чеченца. За убитую чеченку я убью 2 его близких людей, за смерть которых он будет чувствовать вину до конца своих дней». Горцы поняли друг друга и договорились, что Куту они будут ждать через неделю в Шатиле.